Научные сотрудники УГТУ направили свои предложения в проект территориальной схемы по обращению с ТКО и высказались за строительство нового полигона в Ухте. Вместимость существующей свалки значительно превышена, что не позволяет качественно проводить утилизацию отходов. Еще одно предложение касается внедрения мобильной установки, которая способна перерабатывать мусор с минимальным количеством вредных выбросов. Подробнее Алексей Корчма. Ухтинский полигон твердых коммунальных отходов открыли в 70-х годах прошлого века. На тот момент строгих экологических требований к подобным объектам не было, говорят научные сотрудники УГТУ. С полигоном сегодня, мягко говоря, не все в порядке. По словам ученых, на свалке отсутствует гидроизоляция дна, в то время как грунтовые воды проходят на глубине полуметра. Нет системы обезвреживания дренажных вод. Фильтрат с полигона свободно стекает в ручьи, притоки реки Ухта, которая пока еще относится к водным объектам рыбохозяйственного значения. В любом случае, этот полигон, уже его проектная емкость уже превышена, уже сейчас. Поэтому срочно требуются деньги на изыскание, на инженерное изыскание, чтобы найти место где-то в Ухтинском районе или, может, в Сосногорском, на другой новый полигон, уже соответствующий условиям. А этот надо закрывать и рекультивировать. Ухтинский полигон строился в расчете исключительно на жителей города и пригородов. В те годы никто и не думал, что сюда будут свозить мусор едва ли не со всей республики. За 50 лет свалка разрослась. Размещать мусор из других городов и районов Коми на Ухтинском полигоне нельзя, уверены научные сотрудники. Если сюда будут возить мусор с половины республики, то будет полный мусорный коллапс. Кроме того, сам полигон, его нужно вкладывать деньги просто для того, чтобы он имел право на существование. Нужно делать ограждение вокруг полигона, нужно как-то делать так, чтобы окрестные леса не были захламлены, потому что растаскивается мусор, забора-то нет на половине территории. Весы не работают на полигоне периодически. Они, во-первых, недавно появились и уже не работают. Поэтому что мы там платим за этот мусор, науке неизвестно. Вместе с тем, говорит Галина Осадчая, необходимо рассматривать возможность применения мобильных установок термодеструкции, которые за счет высокой температуры безопасно утилизируют мусор и дают минимум вредных выбросов. Зимой подобная установка может приезжать и работать в отдаленных и труднодоступных районах Коми. Потому что это будет дешевле, чем возить мусор со всех сторон. И вот пока у нас такой полигон существует, мы бы пока избавлялись от современного мусора. А потом можно уже отложенный вот этот экологическую бомбу тоже через эти установки пропускать. Эти установки, они, конечно, перспективные, потому что она может объезжать зимой, например, по зимнику объезжать труднодоступные районы, поселки отдаленные, и там мусор этот вот отсортированный предварительно мусор, сжигать его и уезжать потом на следующий день дальше. Новую для Коми технологию утилизации необходимо для начала опробовать. Об этом высказался кандидат биологических наук Роман Васильевич. Изучить состав отходов, подлежащих термодеструкции, узнать долю образования шлаков и золы, оборудовать установку системами фильтрации. И, что немаловажно, предварительно сортировать отходы перед утилизацией, чтобы внутрь не попадали ртутные термометры, люминесцентные лампы, батарейки и другие опасные отходы. Во всяком случае, предварительная сортировка точно будет, подтвердили в региональном операторе по обращению с ТКО. В любом случае, такое технологическое решение станет возможным только после изучения технической документации, прохождения госэкспертизы и мониторинга работы подобных установок в тех регионах России, где они уже применяются. Если термодеструкторы не одобрит население, решение по ним принято не будет. Если в Коми твердо решат запускать этот пилотный проект, то сразу закупать оборудование ни региональный оператор, ни какая-либо другая структура пока не намерены. Оно останется в собственности инжинирингового центра по ТКО МФТИ, который предлагает установки до тех пор, пока в республике не убедятся, что они действительно являются подходящим и экологичным методом утилизации отходов. Алексей Корчма, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган.